круглый стол на площадке Общественной палаты по вопросам безнадзорных животных. Вы все знаете, что у нас накануне Нового года произошла большая трагедия с человеческими жертвами, поэтому этот вопрос очень стоит остро для не только нашего региона, но и для всей страны. Вот. И общественность, она очень, скажем так, озабочена этим вопросом, поэтому мы решили провести здесь круглый стол. Сегодня у нас на круглом столе участвует Кардашевский Егор Ефимович, заместитель главы городского округа Якутск, Гурьева Сардара Михайловна, полномочный по правам человека Республики Саха-Якутия, Находкин Андрей Михайлович, председатель комитета по селу и аграрной политике Государственного собрания, Чернявский Виктор Федорович, член Высшего совета старейшин Республики Саха-Якутия, заслуженный врач Российской Федерации, Высоких Андрей Анатольевич, председатель общественной палаты города Якутска, Михаил Генисаевна, президент Северо-Восточного федерального университета, Винокурова Ульяна Алексеевна, член общественной палаты нашей республики, и Семенов Альберт Никандрович, председатель Якутской городской думы, наши общественники и общественные наши деятели. Давайте мы начнем наш круглый стол и вместе будем думать, что нужно делать. Очень много предложений пришло в последнее время и в нашу общественную палату. Вот, вместе мы должны совместно работать и с депутатами, народными депутатами, с депутатами Государственной Думы. Вот, и от общественности очень много пришло хороших таких предложений по совершенствованию законодательства, по тому, чтобы на наших улицах было безопасно для человека, прежде всего. Вот. Ну, первое слово хочу передать Егору Ефимовичу Кардашевскому, заместителю главы города Якутска. Егор Ефимович, пожалуйста. Егор Ефимович уже включился. Подключите, пожалуйста, микрофон Кардашевскому. Вы же отключили там. Здравствуйте, уважаемые члены Общественной палаты и участники. Докладывает заместитель главы Кардашевский Егор Ефимович. В целях реализации закона Республики Саха-Якутия о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха-Якутия отдельными государственными полномочиями по организации и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных и защите населения от болезней, общих для человека и животных. Окружная администрация города Якутска заключила с Департаментом ветеринарии Республики Саха-Якутия соглашение об обязательствах сторон при осуществлении органами местного самоуправления по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2021 год с выделением субвенций из государственного бюджета республики на общую сумму 27 миллионов 928 тысяч. Весь комплекс мероприятий по отлову, содержанию, клиническому осмотру, вакцинации, маркированию, стерилизации, кастрации и возврата на прежние места обитания выполняется в соответствии с федеральным законом номер 498 об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Отмечаем, что вышеперечисленные мероприятия по обращению с животными без владельца выполняются окружной администрацией города Якутска согласно заключенному соглашению с Департаментом ветеринарии при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха-Якутия по обращению с животными без владельцев на 2021 год. В 2021 году заключены у нас муниципальные контракты с благотворительным фондом «Помоги выжить» на комплекс мероприятий по отлову, содержанию, клиническому осмотру, вакцинации, маркированию и стерилизации. В целях исполнения федерального закона 498 с начала 2021 года по 31
декабря 2021 года количество отловленных животных составило 2914, количество привода у нас составило 409, стерилизовано 1002 особи, кастрировано 861, маркировано 3197. Вакцинировано 2251 особь, возвращено на прежние места обитания 1433, возвращено владельцам 92, пристроено новым владельцам 845 особей. Количество животных в приюте на 31 декабря 2021 года составляет 895. С 1 января по 2 января 2022 года отловлено 64 животных без владельцев. С 29 ноября с территории автодорожного округа отловлено у нас 66 собак. Согласно уведомлению Департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия, финансирование на 2022 год составит 31 миллион 131 тысяча. В настоящее время в целях бесперебойного и беспрерывного оказания услуг объявлены закупки на оказание комплекса услуг по содержанию животных без владельцев на территории городского округа город Якутск в 2022 году путем проведения закупки малого объема посредством электронного магазина на общую сумму 1 782 тысячи рублей. Также размещено извещение на право заключения муниципального контракта на оказание комплекса услуг по содержанию животных без владельцев на территории городского округа город Якутск на сумму 2 миллиона 990 тысяч. Это у нас периоды январь-февраль месяца 2022 года. На отлов и транспортировку животных без владельцев в помещении для содержания животных без владельцев и возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания в 2022 году предусмотрены из общей доли финансирования 5 миллионов 91 тысяча рублей. С 29 ноября 2021 года, когда у нас появились первые укусы в районе Агату, был организован оперативный штаб по отлову безнадзорных животных под моим председательством и заместителем руководителя МКУ СГХ. Также с участием главного государственного ветеринарного инспектора Департамента ветеринарии, помощника прокурора города Якутска, заместителя начальника отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации управления Роспотребнадзора и исполняющего обязанности заведующего травматологического пункта номер 1. И дополнительно были у нас привлечены управы всех городских округов и департамент по работе с территориями. Дополнительно территориальными органами управления велись усиленные работы по отлову собак. В частности, это у нас были привлечены для помощи по отлову муниципальные дворники, установлены дополнительно 13 ловушек для отлова. Также территориальными органами управления ведется работа по информации местного населения по отлову безнадзорных животных через социальные сети и мессенджеры. Кроме того, Департаментом ветеринарии Республики Саха-Якутия и территориальными органами управления проводят профилактические беседы с хозяевами собак. Также Департаментом ветеринарии выдано 33 предписания владельцам отловленных собак, находящихся на самовыгуле. По сложившейся ситуации на территории городского округа город Якутск, связанной с нападением агрессивных безнадзорных собак на территории городского округа город Якутск, распоряжением окружной администрации за номером 2738 введен режим функционирования чрезвычайной ситуации органами управления и силами Якутского городского звена Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных в пределах границ территории автодорожного округа. Также указанным распоряжением определена зона у нас повышенной готовности на всей территории города Якутска. В целях организации дополнительных мероприятий путем наращивания сил и средств по отлову безнадзорных животных без владельцев на территории городского округа распоряжением окружной администрации создан межведомственный оперативный штаб. Решением КЧС городского округа
и межведомственного оперативного штаба мобилизованы у нас силы и средства окружной администрации города Якутска, МУМВД Якутская. Также привлечены у нас ГБУ РСЯ служба спасения и департамент ветеринарии. Сотрудниками привлечены на отлов и доставку безнадзорных собак на территории городского округа. Проводятся все необходимые инструктажи в соответствии с федеральным законом об ответственном обращении с животными. Решением межведомственного оперативного штаба создан ситуационный центр, который координирует мероприятия по обращению с животными без владельцев на территории городского округа. Также в целях регулирования численности безнадзорных животных в соответствии с решением межведомственного оперативного штаба прорабатывается вопрос по организации и созданию временного пункта передержки животных на территории городского округа. В настоящее время дорабатывается вопрос в части оформления необходимой документации и организации деятельности временного пункта передержки животных. Помимо этого, организована работа по созданию ловушек, не причиняющих вреда здоровью животным без владельцев. Для предотвращения причинения вреда здоровью животным совместно с ГБУ службы спасения организовано и проведено обучение групп отлова по изготовлению и установке ловушек. По сложившейся обстановке с безнадзорными собаками, а именно по фактам нападений на людей на территории городского округа, можно выделить три основных фактора. Первое – это у нас отсутствие в Кодексе об административных правонарушениях РФ штрафных санкций за свободный выгул домашних животных. Также это у нас отсутствие должного контроля надзорного органа департамента ветеринарии. А именно нет методики у нас учета количества безнадзорных животных. Также третье – это ненадлежащее исполнение своих обязанностей благотворительного фонда «Помоги выжить». Именно это у нас те заявки, которые поступают в службу ЕДДС, не отрабатываются своевременно в течение суток. Также благотворительный фонд «Помоги выжить» не использует спецсредства. Для обсуждения общественной палаты у нас есть предложение. Первое – это у нас внедрение штрафных санкций в Кодексе об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия. Согласно пункта 2 части 2 статьи 18 Федерального закона от 27 декабря 2018 года по номерам 498, при отлове животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам. В случае отлова собак с ошейниками, которые находятся в свободном выгуле, потребуют дополнительных сил и средств. В свою очередь, субвенции из государственного бюджета Республики Саха-Якутия не предусматривают расходы на такие работы. Также второе предложение – это у нас ввести обязательное страхование ответственности владельцев собак с целью возмещения возможного вреда здоровью третьих лиц. Внедрить градацию в зависимости от потенциальной опасности собак, исходя из размеров и породы. При нарушении данного требования штраф до 10 тысяч рублей. В настоящее время в России страховые компании предоставляют услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев животных. Страхуют собак, котов и даже крупный рогатый скот. Поскольку у собак можно перечислить к источникам повышенной опасности страховой полис, который гарантирует возмещение вреда имуществу и здоровью третьих лиц, необходимая мера. Также третье предложение – это у нас ввести обязательное обучение и выдачу разрешений на приобретение и содержание собаки свыше 20 килограмм. При нарушении данного требования также у нас штраф до 10 тысяч рублей. То есть это у нас приобретение собаки должно стать ответственным шагом, к которому люди должны подходить зрело, взвешенно. Считаем, что перед приобретением собаки человек должен пройти обязательное обучение, например, как перед приобретением автомобиля или оружия. Собаку можно сравнить с источником также повышенной опасности. В рамках обучения человек должен сформировать представление об опасности, которую может представлять животное. Четвертое предложение – это у нас разработать типовой приют для животных в условиях Крайнего Севера и строить их межмуниципальные, то есть на границах двух органов местного самоуправления.
Также с городами мы на связи. Эта проблематика общая по стране. И пришли к единому мнению, то, что наш закон 498 не доработан, а именно вот взять нам статью 16, пункт 6. В отношении животных, находящихся в приютах для животных, владельцы приютов и уполномоченные ими лица несут обязанности как владельцы животных. Пункт 7. Владельцы приютов для животных и полномоченные ими лица должны соблюдать общие требования к содержанию животных, а также следующие дополнительные требования. Проблемы исполнения какие вот в этих пунктах? В соответствии со статьей 3, содержание животных включает в себя в том числе их лечение. Не установлены критерии, от каких заболеваний предусмотрено лечение. Финансирование выделяется лишь на вакцинацию, дегельминтизацию и дезинсекцию. Кроме того, не прописан алгоритм действий по обращению с животными, подлежащих содержанию в приюте, до наступления естественной смерти. После окончания либо расторжения контракта с приютом, то есть у нас контракт заключается по содержанию на 1 год. В статье 18 в пункте 2 при отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования. Это стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека. То есть тут у нас нет разъяснений, что подразумевается под немотивированной агрессией, каковы критерии оценки и кто уполномочен давать проведению ранее стерилизованным животным. Кроме того, запрет на повторный отлов бракованных животных не позволяет выполнить необходимую ежегодную вакцинацию собак от бешенства. Также у нас в пункте 2 индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи. То есть у нас нет разъяснений, что должно попасть в кадр, какие требования к качеству записи. Для получения общей картины зачастую необходима съемка с определенного расстояния. Экшн-камера, размещенная на специалисте по отлову его оружия либо автомобиле, не всегда может обеспечить передачу всего происходящего. Также в пункте 4 у нас возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий по вакцинации, стерилизации и кастрации. В городе остаются стаи собак, не прошедшие программу отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. То есть сокращенно у нас ОСВВ. Наличие большого количества животных, в том числе вблизи дошкольных учреждений, на детских площадках и в парках, не исключает случаев нападения животных, которые не проявили немотивированную агрессию на момент выпуска из приюта. Кроме того, продукты жизнедеятельности, компактно проживающие стаи животных, нарушают санитарно-эпидемиологическую обстановку. Как вариант, введение запрета возврата более 2 животных без владельцев на площадь 9 га. В пункте 4 у нас еще размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных. То есть у нас опять проблематика возникает в части содержания таких животных до наступления естественной смерти. Приводит к существенной нагрузке на бюджет, кроме того, приводит к переполнению приюта. Необходимые изменения закона по примеру ряда европейских стран, в которых позволяется умерщвление гуманным способом невостребованных животных, например, спустя 2-3 месяца после поступления в приют. Также у нас в статье 20 общественный контроль в области обращения с животными. Понятие общественный контроль в действующем сейчас порядке отлова безнадзорных животных полностью отсутствует. И зачастую жители, относящиеся себя к защитникам животных, не имеющих специализированного образования, пытаются вмешаться в деятельность по регулированию численности безнадзорных животных.
дискредитирует данную деятельность своими некомпетентными комментариями и трактовками произошедших событий, размещая комментарии в СМИ и соцсетях. Считаю, что для организации общественного контроля должны привлекаться только граждане, имеющие специализированное образование, например, специалисты в области ветеринарии из независимых частных клиник. У меня все. Вопрос. Можно задать вопрос? Спасибо, Егор Ефимович. Да, у нас тут есть вопросы. Да, вот, Игорь Ефимович, вы, конечно, могли бы свое выступление начинать с соболезнования, допущенного в большей степени по вине именно вашей, ответственного за содержание собаки и за обеспечение безопасности жителей города Якутска. У меня вопрос по статье 5 полномочий федерального органа власти, федерального закона 498. Отвечайте, пожалуйста, да или нет. Там пункт 7. Я хочу узнать, насколько были разработаны нормативные документы в исполнении федерального закона. Пункт 7. Есть ли утвержденные методические указания по организации деятельности приюта? Есть? Да или нет, отвечайте. Нет, чтобы ускорить. Второе. Есть ли методическое указание по осуществлению деятельности по обращению животных без владельцев? Третье. 9 пункт. Установлен ли порядок организации и осуществления федеральным органом исполнительной власти государственного надзора в области обращения с животными? Есть ли порядок организации? И 4, 10 пункт. Установлен ли порядок обращения с конфискованными дикими животными в неволе и возврат которых невозможен? Смотрите, вот по этим пунктам, да, мы как орган местного самоуправления, именно нам довели те полномочия по содержанию, по отлову. То есть непосредственно обязанный орган власти, это у нас департамент ветеринарии. Я считаю, этот вопрос на департамента ветеринарии. Так, Петр Луки здесь, мы сейчас ему передадим слово. Да. Хорошо. Так, у нас руку поднимает Михаил Ильич Эверстов, пожалуйста, народный депутат. Включите микрофон. Ötükmanı Cönüm Sergem bu bugün bir Sardana Fanasyonu kariyegar mustanolları bitihandıgın sakajonugar. Onan bu Sardana Fanasyonu bir şirbititten naradoyduğu bu attanan ayandan bu bihigini sakaları orduk sakajonu şirketin nahalık bihigi manna sanavı tüyeyder. Onan bihigi bir minüte turan kendine kereste kadını tigildirir. Bu остолга муньяхтолора джамбахалсты турungere. Почтим память Сардана Афанасьевна минутой молчания. И вот у меня какое предложение, да, участников нашего совещания. Я наблюдаю, что собралось много людей, порядка 100 человек, наверное, нас сейчас видят, наблюдают. Я вот хотел бы обратиться к участникам нашего совещания, к организаторам, да, чтобы мы тут разговаривали реально, наверное, да, потому что я думаю, и глава нашей республики Асин Сергеевич, и мэр нашего города, и все органы, наши исполнительные органы, они будут работать. И парламент Ултумен, мы депутаты тоже собирались, обсуждали, разговаривали, да. И я так думаю, мы будем работать, заниматься, да. А я бы хотел вот именно вам, нашим жителям Якутии, задать вот такие вопросы, да. К сожалению, федеральные законы у нас работают по всей территории Российской Федерации. У нас Россия очень большая, огромная страна. И у нас климатические особенности отличаются
в каждом регионе. Кавказ, южные наши регионы, центр, Москва, Санкт-Петербург, ну и, конечно, мы Якутия, да. Вы же сейчас видите, что не только в Российской Федерации, но и во всем мире мы, Якутия, самый холодный регион. У нас очень холодно. А когда мы знаем холодно и голодно, да, собаки, они ведут себя тоже соответственно. Если собака голодная, и когда холодно, да, эта собака нападать будет. И поэтому во всех других регионах, где вот федеральный закон едино работает, в более таких нормальных условиях, собаки будут вести себя по-другому совсем. Поэтому вот я хотел бы, да, чтобы мы, законодатели и другие инициаторы по федеральному закону, именно конкретно как вести себя вот с такими бродячими собаками, мы свой регион тоже защищали, что у нас надо иметь другой подход. Это во-первых. А во-вторых, понятно, конечно, что какой-то административный кодекс разработать, там кто-то будет отвечать, там, если его собака нападет на человека, в таком случае-то, как говорится, после драки кулаками не машут. Нам надо как-то вести себя профилактически. То есть, да, я бы хотел вопрос задать вот заместителю главы города Якутска. Я так думаю, он все-таки как должностное лицо, наверное, знает, наверное, изучил вот вопрос. Ему хотел бы я задать такой вопрос, да. Молодому человеку, я вижу, что он волнуется, но все равно, да. Вот, допустим, когда у нас настают холода, можно ли сделать, может быть, силами и возможностями мэрии, да, нашего города, самим вести учет, сколько у нас собак бродячих, и взять вот каждую собаку на учет, как вот мы знаем, что больше 20 килограммов – это собака опасная, но еще у нас есть разные собаки, которые дали меньше 20 килограммов. Это боевые такие бойцовские собаки. Они весят меньше 20 килограммов, но они могут напасть на человека еще сильнее, еще злее. И вести такую работу, чтобы максимально с объявлением по какими-то методами населения, имени жителей, вот, скажем, Залога, Сайсаров, вот, 17-го квартала и в других местах, и совместно с хозяевами вот этих собак отловить и принять меры. Вот можем же мы как-то вот объединиться, чтобы нас, мэрия наша объединила нас всех. Потому что мы как-то отдельно все боремся, да. Допустим, парламент там работает, заседает, правительство наше, как мы говорим, прокуратура еще контролирует, ветеринары, как вот заместитель только что сказал, что отвечает за это ветеринария. Можно ли так сделать, чтобы мы все скооперировались? Вот такой вопрос. Еще дальше у меня по ходу нашего совещания будут вопросы и предложения. Спасибо вам. Спасибо за вопрос, Михаил Ильич. Смотрите, в части информирования населения, помимо того, что мы, как орган местного самоуправления, а именно это у нас территориальные органы управления, отрабатывает с населением через WhatsApp, мессенджеры и средства массовой информации, совместно с департаментом ветеринарии проводится работа по обходу именно по домам с раздачей листовок о том, чтобы хозяева собак не выпускали своих животных на самовыгул. Помимо этого у нас также работа ведется именно выдачи предписаний. То есть пока сейчас на законодательном уровне, вот мы совместно и с прокуратурой прорабатывали этот вопрос, то есть за неисполнение предписаний. У нас, например, получается, случаи бывают такие, то что собаку выпустили, ее отловили, хозяин приезжает, забирает и все. И об этом забывается. То есть сейчас уже, когда хозяин приезжает в пункт передержки животных, забирает свое животное, он получает предписание. В дальнейшем, если еще раз отловится, на основании того, что он предписание не исполнил,
уже будет административный штраф. Но там от 500 до 1000 рублей. Сейчас пока на законных основаниях у нас только такой механизм есть. Ну, я понял. Ну, еще такой тогда вопрос. Мы собрались в связи с нашим конкретным случаем. У нас вот произошла такая трагедия, да? И вот у Сардана Афанасьевны, вы знаете, наверное, да, 2 детей. Да. 2 детей. Вы вот, мэрия, там, как-то сможете их, да, помочь им в учебе там или еще каким-то образом? Вы этот вопрос отрабатывали? Михаил Ильич, полностью отработали. Уверяем то, что мы от окружной администрации все усилия приложим. И именно вот по тем 2 сыновьям. Ну хорошо, спасибо вам. Спасибо, коллеги. Так, коллеги, давайте сейчас выслушаем Петра Лукача Петрова, руководитель департамента ветеринарии по Республике Саха-Якутия. Пожалуйста, Петр Лукич. Здравствуйте, уважаемые участники совещания. В первую очередь департамент ветеринарии передает свои слова соболезнования родным и близким Сардана Афанасьевны. Так, у нас информация будут по организации мероприятия по обращению с животными. 2014 года законодательно законом Республики Саха-Якутия от 2 апреля 2014 года под номером 1288 была передана государственным полномочия по организации и осуществлению мероприятий по обращению с животными без владельцев органам местного самоуправления. Так, и поэтому сейчас мы ежегодно через правительство Республики Саха-Якутия и главы республики от республиканского бюджета выделяются финансовые средства. Финансовые средства мы направляем на основании соглашений. Это мы соглашение подписываем с главами муниципальных образований, 34 муниципальными районами и 2 городскими округами. До вступления в закон больших проблем не было. Это ежегодно выделялось где-то 15-17 миллионов рублей, когда был безвозвратный механизм. Да, то есть собак ловили, и дальше они уступлялись, и они утилизировались. Но как вступил закон 498, смотря, что у нас есть проблемные вопросы, республика выделяется ежегодно 60 миллионов рублей. Так, в 2020 году из выделенных финансовых средств в размере 60 миллионов было освоено только 54%. Вот. Но потом включились полностью в 2021 году, когда вот по указу главы нам было передано контроль за переданными полномочиями. По итогам года примерно освоение 60 миллионов составляет 98%. Что касается городского округа город Якутск, было изначально выделено 20 миллионов на методы отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, ОСВВ, да, вкратце. На него мы выделили 20 миллионов. Но исходя из ситуации, что в городе у нас увеличится количество безнадзорных животных, это в основном весной и осенью после дачных сезонов, да, мы по заявке городского округа город Якутск выделили дополнительно 7 миллионов 333 тысячи 436 рублей. Итого мы городу за 2021 год выделили 27 миллионов 928 тысяч 98 рублей. У нас сейчас ситуация по республике проводят по методу ОСВВ в 10 приютах и в 11 пунктах поддержки. Если муниципальное образование, муниципальные районы деньги не используют, мы перемещение делаем только внесением изменений в бюджет
закон бюджета Республики Саха-Якутия. Это мы делаем в июне и ноябре. Поэтому вот Якутску были внесены дополнительные 7 миллионов. Что касается причин, способствующих увеличению количества безнадзорных животных, это является безответственное отношение владельца к своим питомцам. То есть на лето берут, и осенью они после дачи собак выпускают. Также у нас одним из перепонов является решение Верховного суда Республики Саха-Якутия. 2016 года у нас руки привязаны, мы не имеем права выносить штрафные санкции по отношению к владельцам животных. Поэтому мы внесли в феврале 2021 года внесение изменений КАП РСИА, чтобы субъектом, то есть республики, вынесли вновь возобновить КАП. В данное время сейчас мы получили ответ Ильтимена, что будет осмотрен в первом квартале 2022 года. Там штрафные санкции мы увеличиваем от 3000 до 5, на юрлиц от 5 до 10 тысяч. В данное время сейчас штрафные санкции мы не имеем права. Проверяем муниципальное образование и выносим только рекомендации. Так, ну, какие изменения конкретно? Да, это дополнить главу 5 Кодекса Республики Саха-Якутия об административных правонарушениях статьей 5 и 4 за нарушение правил содержания домашних животных. Поэтому мы первое пленарное заседание после Нового года будем уже повторно вносить изменения. Так, по поводу обязательной регистрации животных. По этому закону и по всей Российской Федерации нет обязательной регистрации животных, что тоже нам ставятся проблемные вопросы. У нас прочипировано и промаркировано собак где-то с численностью 54%. Поскольку добровольная, обязательная у нас регистрация собак по всей России нет, отсутствует. Поэтому сейчас мы хотели внести свои поправки, вот, да, и мы получили отрицательное заключение от прокуратуры республики, что она противоречит федеральным нормам. Также у нас, как сказал кодекс КАП республики 5.3 не работает. Штрафные санкции может налагать административная комиссия. Ветеринарная служба, у нас есть 306 инспекторов, старших государственных инспекторов, они расположены в каждом районе. Поэтому сейчас мы пришли к одному такому заключению. Если вот в приюте подходят владельцы животных за животных забирать, мы все данные передает пункт передержки, и мы составляем предписание, даем на 2 месяца. Если при повторном нарушении составляем протокол и для штрафных санкций направляем в мировой суд. Там штраф будет от 500 до 1000 рублей. Только такой выход у нас есть в данное время. Также у нас о проведенных проверках, которые мы передали местным самоуправлениям. За 2021 год проведены 8 плановых проверок. Все плановые проверки у нас согласуются с прокуратурой республики. Поэтому сейчас мы провели и по итогам проверки мы по отношению пункта передержки благотворительный фонд «Помоги выжить» провели 2 плановые проверки совместно с прокуратурой, да, и мы вынесли штраф на 30 рублей на индивидуального предпринимателя Безрученко Екатерина Сергеевна и на должностное лицо на 3000 рублей. С начала года у нас в Россельхознадзор и департамент ветеринарии поступило 593 материала из органов полиции, ну, по укусам. Из них 39 материалов это по владельческим животным и 282 без владельцев животных. Штрафные санкции у нас налагает один орган по Республике Саха-Якутия, это управление Россельхознадзора.
у них тоже статья 10.6, нарушение правил, ветеринарных правил, штраф из-за того, что они не вакцинировали животных от бешенства, составляет штраф от 500 до 100 рублей, до 1000 рублей. Больше штрафные санкции. И начиная с 2020 года весь федеральный государственный надзор передан в Россельхознадзор. Ну, у нас одни полномочия остались, это по содержанию животных. Поэтому сейчас штрафные санкции в данное время у нас нету. Так, у нас по просветительской работе проводим в районах по республике, провели 1000 лекций, 18 тысяч бесед, 7 выступлений по радио, 18 выступлений по телевидению, изданы 45 статей в газету, выпущено 237 ветсанбюллетеней, приняли участие в 171 совещаниях с населением, разработано 18 тысяч памяток, разослано через социальные сети 10 600 информации, проведены старшими государственными инспекторами 180 классных часа в общеобразовательных учреждениях для обучения учащихся нормам и правил ответственного обращения с животным. Также по поручению главы республики и правительства было реализовано 2 социальных проекта. То есть мы сделали видеоролик, который транслируется в кинотеатрах города Якутск и по НВК Саха. Так, по количеству отловленных животных в приютах и пунктах. На 29 декабря у нас по республике отловлено всего 5713 животных без владельцев. Из них стерилизовано 1900. Ну, и если бывают случаи, пристроено новым хозяевам 1647 и возвращено владельцам 215. Но если конкретно говорить по городу Якутска, у нас повышение отлова повысилось по городу Якутск на 600 голов примерно, да? А по республике у нас, поскольку деньги выделены и освоение вышло на 98%, отлов собак повысилось по республике на 1500 голов. Так, по Якутску у нас отловлено 3197, стерилизовано 1000, кастрировали 861, маркировано 3198, ну, которые мы отловили, да. Вакцинировали против бешенства 2251. Главное, сейчас пристроено 845 голов, это новым хозяевам мы передали, да. И сейчас в данное время на пожизненное содержание, согласно федеральному закону 498, пункта передержки находится 51 собака. Из них агрессивная составляет 37 голов. Ну, там основные собаки крупной породы. Сейчас в данное время у нас организовано дежурство с сотрудниками департамента для участия в отлове животных на территории города. Распечатаны памятки для владельцев, которые мы вручаем. И через социальные сети мы проводим правила содержания животных для населения, письма разъяснения городскому округу по обустройству дополнительных приютов на территории города. Ну и направлено буквально на днях перерабатывающим предприятиям сети ресторанов, Министерства здравоохранения, АГАТУ, Минобразования о необходимости принятия мер для исключения скопления бродячих животных в местах мусорных баков, ну или где вот перерабатывающие предприятия. Поэтому у нас работу мы проводим. Ну, вкратце, у меня все. Спасибо, Петр Лукич. Вот мои вопросы. Есть сейчас вот Валерий Алексеевич поднимает руку, народный депутат. Давайте мы его услышим, потом передадим вот Ольге Алексеевне тоже поднимать руку. Всем прям мне язык не поворачивается. Добрый день, но, конечно же, с первых слов тоже хочу принести соболезнования. Мы все приняли, да все общество, все люди наши приняли это очень трагедию как личную. Мы должны все сделать, чтобы такая трагедия не повторилась. Вот сейчас мы собрались, я не знаю, сколько у нас сейчас депутатов присутствует, мне просто не показывает, не видно.
но я думаю, что присутствует. И ближайшее у нас на парламенте сейчас, ближайшая же у нас сессия будет, мы должны очень тщательно этот вопрос рассмотреть. Сидеть сколько нужно, будем сидеть. Главное, чтобы был результат, чтобы трагедия не повторилась. И я надеюсь, что сегодня вот люди, собравшиеся, сделают предложение, потому что у нас свои предложения есть. Вот уже Михаил Ильич правильно сказал, что собаки бывают кусачие от жизни собачьей. И у нас климатические условия при минус 50, да, выпускают собаку по закону, а дальше судьба этой собаки, она уже никого не волнует. Но при этом в том же Залаге и в других районах частных домов сделано так, это нормально сделано, что собаки не могут сейчас кормиться, где они раньше кормились. Это наши мусорные свалки. Вот специальные баки созданы такие, что кузова, чтобы туда собака уже залезть не может. То есть, другими словами, мы, выпуская собаку, а мы уже об этом сказали, что это оружие повышенной опасности, может быть, собака включается инстинкт самовыживания, и естественно, что она становится опасной. Даже та собака, которая была, вроде бы как не агрессивная. Сбивается в стае, и это, еще раз говорю, инстинкт выживания. Это животное. Мы должны относиться, вы понимаете, что это животное, и когда оно встает вопрос выживания, естественно, что оно становится опасным. Поэтому вопрос, наверное, я не знаю, как предложить, но вопрос, если мы выпускаем, мы должны и думать, что будет дальше с этой собакой, особенно в зимний период. Михаил Ильич сказал, что где климатические условия другие, там и собаки себя немножко ведут по-другому. Но самое главное, не это я хотел сказать, хотя это очень важно, то, что я сказал, возможно, подкормка, даже диких животных в лесу подкармливают. Кто-то скажет, нельзя подкармливать зимой собак, но я, знаете, общался с кинологами, они наоборот говорят, вот именно так вот говорят, что собака добрая, она не пойдет ни на какое убийство, если у нее есть пропитание. Но и самое главное, уже было сказано, я очень не согласен то, что прозвучало. Что такое 500 рублей штраф? Если это опасность, если это оружие, и человек совершает почти преступление, выпускает опасное животное, а самое опасное – это как раз дворовые собаки. И человек выпускает ее и платит за это штраф 500 рублей. Это тоже, потом уже прозвучало, самое, что нету регистрации обязательной собак. Как механизма нету самого главного. Вот мы говорим о регистрации, о штрафах, а если нету этого обязательного в законе, то действительно, как будут работать представители власти, чтобы обеспечить вот эту регистрацию, учет собак и так далее. От этого все начинается. Поэтому я считаю, что на парламенте нужно рассмотреть и принять такие меры, даже если они будут как-то не согласованы. Я думаю, что сейчас уже поправки введены. По-моему, полномочия у нас есть такие решения принимать. Я говорю, поправки в Госдуме. Поэтому я сейчас больше буду внимательно слушать те предложения общественников, которые сегодня прозвучат, чтобы учесть их на парламенте. Как вариант, я предлагаю многократно увеличить штрафы ответственных за собак людей. Я предлагаю обязательно сделать регистрацию собак. Особенно, в законе уже есть бойцовых, там прозвучало, что бойцовые собаки маленькие. Да, эти породы, они требуют даже лицензию. Понятно. Алексей, будем работать вместе, да, мы идем дальше, у нас время идет. Вот коллега Ольга. Голосование пусть проводят. 3 минуты. Да, 3 минуты, Александра. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые участники круглого стола, я житель Гагаринского округа, города Якутска.
тоже проблемного весьма по безнадзорным животным. Чтобы не повторяться, давайте еще раз. Мы все согласились, что система ОСВВ в наших условиях не работает. Собаку на мороз без надзора, без прикормки, без каких-то действий выпустить нельзя. Собака одичает, собака будет нападать на людей. Мы все с вами согласились, что нужно ужесточать ответственность в отношении владельцев животных. В первую очередь это самовыгул, с моей точки зрения. Потому что именно в нашем районе создалась ситуация, что очень много собак находится на самовыгуле. Все они способствуют понятным способом увеличению численности безнадзорных животных. Вот. То есть еще такой момент озвучивали. Я бы хотела выразить протест в отношении Софьи Егора Ефимовича, который так достаточно навязчиво переложил трагедию и вообще сложившуюся тяжелую ситуацию с животными на зоозащитников местных, да, активистов, зооволонтеров, потому что, скажем прямо, до настоящего момента, несмотря на то, что на эту тему затрачены очень большие бюджетные средства, убирают собак с улиц, окончательно их оттуда убирают, пристраивают, прикармливают, лечат, вакцинируют, по факту в основном частники, волонтеры, зоозащитники. У нас по закону мы не можем в пунктах передержки, поскольку они не являются приютами, длительно содержать животных. Приюта у нас нет, несмотря на то, что были люди, готовые его даже строить за свои деньги, просили выделить землю под него. Это сделано не было. Что я хотела сказать? Нам действительно нужно срочно и очень жестко усиливать ответственность владельцев животных. Не когда-то там обязать их регистрировать. Нужно именно каждую собаку, которая отловлена на улице, у которой можно установить хозяина, обязать ее регистрировать. Возможно, даже там вот владелец явился, заявил, да, моя собака, тут же принудительно обязательно должна быть регистрирована, чипирована. Во-вторых, срочно должно быть начато строительство приюта для постоянного содержания. Буквально в ближайший месяц. Потому что, хорошо, давайте, я согласна, давайте убьем всех безнадзорных животных. Вот всех собак возьмем и убьем, как это предлагают у нас многие жители. Это не решит проблему, потому что они будут появляться снова и снова. Их снова будут выбрасывать, снова это будут самовыгульные собаки. Через полгода мы получим новое поколение собак. Через год у нас их численность восстановится до прежней. Может быть, я утрирую, но тем не менее это будет так. И трагедия повторится. Нужно решать ее в корне. Бесконечно объявлять ЧС, бесконечно отлавливать и суплять – это не поможет. У нас должно быть изменено, в принципе, на всех уровнях, начиная от муниципального, кончая владельцами животных, изменено отношение к содержанию и к обращению с животными. Одними только отловами делу не поможешь никак. Спасибо. Можно я скажу? Председатель общественной палаты города Якутска. Значит, как это, конечно, это трагедия, и самые искренние соболезнования родным и близким, да, и сотрудникам нашего СФУ с потерей этого человека, перспективная, молодая, красивая женщина, мама сыновей. Буквально за 10 дней до этой трагедии мы собирали общественную палату в городе Якутске с привлечением как раз и прокуратуры, и ветеринарии, комитета по правам человека, и администрации города и так далее. И вот так как бы у нас было в городе, в воздухе пахнет грозой. Знаете, вот есть такое. Надо что-то делать, давайте что-то быстро делать, потому что количество собак увеличивается. И тогда мы сказали, что этот закон не может быть одинаковым для Сочи и для Якутска. Там собака, поев 300 грамм, 3 дня не ест, лежит под пальмами. Наши собаки должны кушать очень много каждый день. И поэтому они становятся агрессивны. И вот вчера уже был случай опять на Пирогово, по-моему, когда маленькую собаку съедают. То есть каннибализм внутри этих стай существует. И это может быть один из факторов того, что там может уже есть бешенство. То есть давайте не будем лить воду, да, и конкретное предложение. Пункт передержки, он выполняет свою работу. Привезли животное, ее стерилизовали, определили, что оно агрессивное, ее посадили на пожизненное. Через 45 дней его обязаны выпустить. Сейчас идет отлов по городу, чипированных собак не отлавливают, потому что она чипированная. И почему-то думают, что чипированная, она не менее агрессивна. И, кстати, жители говорят, что чипированные собаки продолжают размножаться.
как ни странно. Может быть, там где-то что-то не доработали студенты, которые делают эту операцию. Все жители говорят, да, надо убрать с улицы города собак. Пункт передержки, он не может проглотить все. Тут говорят о приюте. Приют по нормам, которые есть ГОСТ, каждой собаке 4 квадратных метра теплого помещения. Кто это сегодня может сделать и на какие деньги? У нас, давайте тогда говорить о бомжах. Их вообще мы вычеркнули, да? Многодетные семьи, где порой дети не доедают. Мы думаем о животных, которые, в принципе, нас же едят. И уже есть, да, город собак нас называют. Сегодня к Григорию присоединились очень многие мэры городов, в частности, Улан-Удэ, там уже порядка 20. Они хотят тоже выступить против вот этого закона Бурматова. Что предлагает сегодня Общественная палата? Мы говорили уже с Кардашевским неделю назад, собирались таким, после нашего совещания, что, может быть, сделать пожизненные резервации. То есть не приюты, в приюты должны, еще раз говорю, строить 4 квадратных метра на каждое животное. Теплое. А резервация, это мы просто делаем без учета, опять же, без финансирования бюджета города или республики. Это должны взять на себя зоозащитники или какие-то организации. То есть город выделяет 4 или 5 площадей на территории города. Ну, вот у нас от Табаги до Кангалас, да, то есть там мы выделяем землю где-то на пустыре, огораживаем полностью забором и туда завозим собак. И там они пожизненно содержатся за счет спонсоров или, опять же, чем кормятся собаки? Помоями на улицах, да? Но у нас есть куча перерабатывающих комбинатов, которые выбрасывают остатки еды. Пункт передержки, мой вот товарищ говорит, у нас осталось 100 килограмм пиццы не проданной, ну, кафе. Привозим пункт передержки, говорит, забирайте сами, вот карта, перечисляйте деньги. Они это не едят. Как не едят? Только что ели, потом будут есть. То есть вот в эти вот пункты, может быть, мы просто говорим предложение, да, резервации, то есть их 4 или 5 от Кангалас до Табаги разместить. И там содержатся эти собаки, и кормятся они вот этими ресторанными недоеденными продуктами, столовые, школ, садов и так далее. Могут, я не знаю, насколько это. Все говорят, это незаконно. А что законно? То, что Бурматов говорит, последнее видео видели? Сарданова убила 200 собак лопатами. И он говорит, это с трибуны Госдумы. Дайте лопату Бурматову, и пусть он убьет хотя бы баллонку. Она его съест. Такое говорить с трибуны, да, и за это никак не нести ответственность. То, что произошло тогда в пункте передержки, все знают. Надо взять просто заключение прокуратуры и прочитать, что там произошло и как там действовали. А то, что Бурматов говорит на всю страну и обвиняет Светлану Владимировну, это просто надо уже... Вот как раз 7 депутатов и местного, городского, Елтумена, и 5 депутатов наших в Госдуме, они все должны объединиться сегодня вот за вот это... Ну, в первую очередь, за честь Светланы Владимировны и вообще за горожан. Нас называют живодерами, якутян. Какие мы живодеры? Ну, приедь сюда, походи по улицам, Бурматов. Погуляй, по ГРЭСу, там еще где-то. Почувствуй разницу между Подмосковьем и своим коттеджем и здесь. И это проблема не только Якутска. Возьмите Батагай, Алекминск, Ленск, любой поселок. У нас куча собак. В прошлом году что случилось в Ленске? Просто вышли Робин Гуды, и собаки исчезли в Ленске. Потому что они боялись за своих детей, за своих жен. А у нас каждый депутат сидит, я проголосовал. Мы будем сидеть за закон. Если не сидеть надо, а работать, что-то делать, реально предлагать. И сейчас все валят на администрацию города, которая ограничена связь с законом, бюджетом и так далее, и так далее. Поэтому конкретно мы должны говорить, да, мы не за кровь собак, не надо их убивать, но они не должны бегать по улицам. И то, что правильно люди говорят, если собака почувствовала вкус, то что можно напасть на человека? Вы же знаете, жеребят едят молодых. Стоит тельная лошадь, возле нее вьются собаки. Она их не воспринимает. Как только она родила, тут же съедают жеребенка.
Знаете такие случаи? Конечно. И что? Мы опять все молчим. Спасибо, Андрей Анатольевич. Да, вот Евгения Саевна просит слова. Это президент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Мусова. Пожалуйста, Евгения Саевна. Да, спасибо. Я хотела задать вопрос. Вообще слышно, да? Я хотела задать вопрос уважаемому ветеринару. А то мы как-то тут ушли под свои эмоции. Вообще, я думала, сначала вопросы задают, а потом уже выступают, да, Николай Николаевич? Я тоже хотела бы чуть позже выступить. А где у нас ветеринар? Или уже ушел? Вообще у нас кто в республике занимается изучением популяции, вообще численности популяции? Вот уважаемая Ольга Александровна, может быть, нам ответит, если ветеринара нет сейчас на месте. Популяции бродячих животных. Здесь У нас этим занимается. А то вот ветеринар говорит, там 1000, а 1000 из скольки? Из 5000 или там из 1000? Ведь цифры же есть нормально, можно же в процентах разговаривать, а не про 500 рублей нам тут рассказывать. Николай Николаевич, а где у нас ветеринар-то? вот здесь сейчас подключим Юлию. Включите, пожалуйста. Ничего себе, серьезное отношение у него к делу. Вот он. Вот он. Так, ну хотел бы пояснить, да? Да, ответьте, пожалуйста. Это новый закон, да? Или Это изучение? новый закон. И данным федеральным законом, который у нас верховодит по всей Российской Федерации, да, нету методики, не разработана методика подсчета безнадзорных животных. Поэтому мы, как полномоченный орган по ветеринарии, направили запрос в Министерство природных ресурсов Российской Федерации, что нам необходимо сделать на уровне Республики Саха-Якутия наши свои методики, на что мы получили отрицательный ответ. Поэтому сейчас нам будет приняты вопросы, да, на уровне Республики Саха-Якутия, что будем разрабатывать проект. У нас есть правила, которые держат содержание домашних животных от 2014 года. Там мы пунктом 2.17 хотим добавить об обязательной регистрации домашних животных в государственных органах ветеринарной службы. Это свой мы по республике мы хотим внести, поскольку федерального закона об этом нету. И по методике определения количества собак тоже федеральный закон об этом не говорится, сырой. Вот поэтому сейчас... Извините, пожалуйста. Угу. Вот очень непрофессионально вы сегодня, видимо, и отвечаете, потому что не работаете так, как следует. В интернете вообще есть письмо Кобылкина, ответ Ипатенко. Это председатель Думы, не помню, сейчас отвечу, Ишимской городской думы. Он уже спрашивал те вопросы 3 года тому назад, которые вы сейчас отвечаете. И Кобылкин ему очень хорошо ответил о том, что как будет, так сразу все и сделаем. И насчет вот вашего вопроса тоже, размера, значит, административного штрафа, он вам тоже ответит. Значит, вы себе не представляете, как растет популяция. Так понимаю? Вообще-то есть ученые, есть хорошие ученые в МГУ, у нас ЕНИИСК, например, вы могли бы их каким-то образом привлечь. Есть же математическое моделирование, есть программы и так далее. Там с анализом плюс-минус километр вполне можно изучать. А с чего вы ради тогда решили, что это стоит 60 миллионов, а не 600 миллионов или не 6 миллионов? Так, этот вопрос мы используем по фактическому использованию муниципальных образований. То есть, вот, например, Верхоневлюйский и Мегано-Кангаласский район, мы выделили деньги, ну, где-то порядка 5 миллионов, да, они из-за отсутствия приюта и пункта передержки данные деньги не осваивают, и в декабре к концу года возвращают данные субвенции. И также у нас по федеральному законодательству нету
определение методики агрессивности собак. Поэтому тоже мы хотим... Ну, то есть, опять-таки, вот это, то, что у вас нет методики... Можно договорю, да? И мы хотим сейчас внести постановление правительства Республики Саха-Якутия, да, под номером 412, утверждение правил организации приютов. И там мы должны принять нормативный акт по методике определения агрессивности. То есть, согласно постановлению правительства республики, должен выйти постановление и должен обязывать департамент ветеринарии разработать методику агрессивности, да, первое, и методика по счету, поскольку у нас в федеральном законе нету. Вообще-то в федеральном законе 498 вам дано задание, субъекту и муниципалитету. Дано задание. У Тульской области и есть рекомендации, как определять немотивированную агрессивность, например. Ну и, значит, вы же в курсе знаете, что есть в основном два вот эти способа, что ли, можно сказать. Вот один из них, о котором указан, и принципиально на нем строится федеральный закон 498, это то, что касается отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска. Да? И второй есть, который уже сегодня во всем мире действует, а вы тоже опять-таки знаете, это когда нет возврата. Потому что до сих пор вообще-то никто не определил. Ведь домашняя собака, так же, как и кошка, например, домашние животные, это детище человека. Да? Их нормальная естественная среда – это дом человека, это двор человека. А когда практически лишается собака по каким-то причинам этого самого дома, своей социальной среды, и вот это вот место их сегодняшнего проживания, например, автодорожный округ, каким образом оно может стать средой их обитания, например. В законе про это не сказано. И мы об этом написали господину председателю Государственной Думы Володину, к сожалению. До сих пор плохо, что закон-то ведь когда был принят? 27 декабря 2018 года новым составом Государственной Думы. Так? Да. Ага, 3 года прошло, а вы, значит, вот все так ждете, когда кто-нибудь что-нибудь сделает. Я, как эксперт Общественной палаты Российской Федерации, прошу вас, чтобы вы мне дали все свои копии запросов, которые вы отправили. Не знаю кому, Кобылкину, там, Сидорову, Петрову, Володину, может и Путину. Но вы на сегодня практически, получается, не работаете так, как надо. Может быть, нужно, чтобы собака покусала кого-то из вас, из ваших ветеринаров, например, или что? Я собаку очень люблю. Евгения Александровна, мы Ильтюмен законопроект о штрафных санкциях бьемся уже год. И почему вы не обратились? Решает, что она противоречит федеральному законодательству, в том числе и прокуратура так говорит. Поэтому в течение года... Формализм от этого, видимо, еще долго мы будем открещиваться. Или там тупизм, не знаю. А вот вы обратились в Конституционный суд Российской Федерации как специалист о том, что данный закон 498 противоречит тем как раз моментам, которые касаются безопасности человека? Ну, я лично не обратился в Конституционный суд, да. Ну вот что за у нас чиновник? А вы в федеральном уровне чиновник, нет? Нет, республиканский. Угу. Евгения Исаевна, вот я единственно согласен с вашим мнением, да. Денег, которые мы выделяем, и пока мы будем отлавливать собак и выпускать на естественную среду, вопросы мы не решим. Никакими деньгами, никакими строительством приютов. И мое личное мнение, да, вернуть безвозвратный метод, который действовал до 2018 года. Сейчас по всей России, вот Татарстана, 60 миллионов выделено, Бурятии 55 миллионов выделено на отлов. А сейчас еще деньги нужны на строительство приютов и пунктов передержки. Никаких денег не хватит. Наше внимание перенесли на животных. А надо, мое мнение, да, на основании юридических законов, Конституции
мы должны верховенствоваться над федеральным законом 498 и вернуть конкретно безвозвратный метод. И тогда у нас... Вы, да, уважаемый товарищ ветеринар, вы, наверное, знаете, что 498 закон прежде всего ориентирован на диких животных. Знаете же, да? Наверное. Ну, на диких и на домашних тоже она действует. Поэтому же... Ну, поскольку там написано. Потому что про домашних животных написано только в статье 3, пункте 4. Кто и что является домашним животным, например. А далее не написано, когда это домашнее животное вдруг дичает, что с ними становится и так далее. Ничего не написано. И вы тем более сами подтвердили, что писали туда-сюда письма, и практически до сих пор у вас нет и ясности, например, ни в ваших бумагах, ни в ваших мыслях, к сожалению. Я не хочу вас сегодня обижать. Мы 6-й день находимся в большом потрясении. Об этом вот Ульяна Алексеевна знает. Вчера у нас была панихида. И, конечно, очень жаль, что мы дождались до того момента, что наша звезда упала, и у вас в голове что-то стукнуло. Звезда – это наша Саргалана Афанасьевна. И она, конечно же, не занималась животными, она занималась другими вопросами. И я бы очень хотела, чтобы каждый человек, который сегодня что-то здесь произносит, вообще-то был ответственен. Не надо говорить, будем сидеть и что-то ждать. Не надо ждать, надо работать. Я себя ругаю, что я еще не занялась, кроме здравоохранения и образования, этим законом. 2008 год. Те же самые разговоры же были. Помните, когда Илья Филиппович Михальчук был мэром города, и как собаки загрызли молодую женщину? Точно так же разговаривали. И ничего не сделали. И ничто вас, получается, не обучает. Поэтому у меня большая просьба, уважаемый Николай Иннокентьевич, и, конечно же, вот ваши рядом сидящие коллеги, очень бы хотелось, чтобы вот мы сегодня раз занялись, то нужно в течение года нам все эти вопросы добить до конца. Мы написали 30 декабря письмо Володину. И я надеюсь, что обязательно отклик будет. Сегодня мы должны дописать обращение в Конституционный суд Российской Федерации. Мы обязательно рассмотрим вопросы, которые, опять-таки, и в письме Володина обозначили, и собираемся обратиться в научные организации, которые сегодня могут вполне трезво, здравомыслящие и так далее рассказать о том, что чем хорош тот или иной метод защиты животных. Все эти методы, которые и с отловом, которые и со стерилизацией и так далее, каким-то образом, они ведь влияют на нашу жизнь, на жизнь человека. И насколько сегодня нужна эта стерилизация, а вы опять-таки по нормативам знаете, если стерилизовали всего 25% собак, то это уже, извините, преступление. Минимум 60% должны были стерилизовать, а потом уже отпускать, например. А вы ничего не можете нормально сказать, потому что вы только абсолютными цифрами говорите, что за мэра выступал 2000, 3000 или там сколько-то, а вы, значит, тоже опять-таки цифрами. Вы должны относительный, сравнительный анализ сделать, а потом нам говорить так, чтобы мы или испугались и взялись за дело, или сказали, да, все хорошо, ученые наши работают, ветеринары наши работают, а что требуется? Если требуется, мы ведь и готовы и деньги свои вкладывать в то, чтобы какие-то не очень порядочные люди собак взяли и выпустили, например. Сегодня уже с 2008 года, посчитайте, сколько раз появилось уже бродячих собак-то. Вы же видите, какие они все большие. Вы же сами только что рассказывали, вот Высокий говорил, по поводу маленькой собаки, которую истерзали. Огромные собаки, невозможно. Я выхожу во двор, и у меня тоже 3-5 собак обязательно гуляет. Поэтому очень просим вас, чтобы вы сегодня до конца круглого стола, или, может быть, там позже, каким-то образом ответили, кто у нас должен заниматься изучением роста численности бродячих собак в данном случае. Эти собаки уже не домашние животные.
Хотя вроде бы собаки как детище – это то, что мы сами с вами и создали. Спасибо, Евгения Савельевна. Не за что. Слово представителю Ульяне Алексеевне Винокуровой, член общественной палаты Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, уважаемые сограждане. Конечно, я тоже очень приношу глубокие соболезнования всем, кто переживает за эту трагедию. В этой трагедии виноваты мы все. Мы упустили этот момент. Мы 16 марта 2020 года обсуждали этот закон у председателя правительства Республики Дениса Белозерова и не пришли к консенсусу, потому что появились московские так называемые зоозащитники, и на их стороне был закон, который еще не апробирован. Затем, значит, мы ушли сразу в тот день в локдаун. И вот мы вышли и обнаружили, что город занят собаками агрессивными и бесхозными. Надо сказать, что проблемы... Мы сейчас будем говорить, я буду говорить в основном о правовом поле. Правовое поле по регулированию собак у нас существовало. И существует, я полагаю. Это закон, с автором, который я тоже была, в 2002 году. Он назывался «О порядке содержания собак, кошек, экзотических животных и об ответственности их владельцев». Этот закон действовал, по крайней мере, до закона Бурматова. Достаточно. И в этом законе, вот если посмотреть наш закон, республиканский, и сравнить с федеральным законом Бурматовым, то вы обнаружите, что там учтены региональные особенности и введены совершенно другие новые понятия, которых нет в федеральном законе. Допустим, есть понятие бродячие, одичавшие собаки. В федеральном законе этого нет. Пункт передержки безнадзорных животных в федеральном законе тоже нет. Право четко описан перечень потенциально опасных пород собак есть. Также вопросы и регулирования численности безнадзорных собак тоже обозначены. И также и концептуально этот закон работает так, что считается собака и вообще все эти животные как имущество в гражданском отношении. И также четко выписаны полномочия органов местного самоуправления. И еще обозначен порядок владения собаками. Раз есть владелец, это значит собственность, это есть имущество. И права, и обязанности владельцев. Обязанностей в федеральном законе нет. Поэтому вот в федеральном законе, который сегодня мы обсуждаем, есть нормы, которые не описано то, что было достигнуто в нашем правовой практике. И более того, сама концептуальная идея федерального закона не обозначена четко. Что это? Животное. Это имущество, если пишется о владельцах. Или это живое существо со всеми своими суверенными правами. И вообще, может ли суверенное право быть у животных, если это есть, она должна быть сопряжена с права животных с правами владельца. Вот эти все три момента четко не выписаны в федеральном законе. Отсюда возникают все проблемы его правоприменения. При этом слишком чрезмерно усилена федеральная сфера ответственности. На уровне субъектов, на уровне местного самоуправления, в принципе, обозначено только исполнение этого закона. Вот я сегодня спрашивала статью 5, насколько полномочия федеральных органов власти реализованы в нормативных актах. И мы получили ответ, что их и нет. Тогда что с нас требует? Вот. Притом здесь также совершенно четко не используется федеральный опыт этих субъектов, и также международный опыт. Допустим, в 1973 году был японский закон, и сейчас этот закон действует. Он абсолютно
называется даже о благосостоянии и управлении животными. Управление животными. А у нас они все неуправляемые, не поддаются никакому управлению, как вы видите, реально. И также этот закон, вот российский закон, не предусматривает порядок обеспечения даже пищевой базой животных, выпущенных на места прежние, так называемые прежние места их обитания. То есть сама цель гуманного отношения к законам противоречит своим же статьям. Вот поэтому нам очень важно сегодня оставаться в правовом поле, выявить все недостатки федерального закона постатейно, концептуально и сформулировать наш ответ тем нападкам, которые осуществляются не только со стороны безнадзорных собак, но и со стороны тех, кто нападает на нас, тех защищающихся от агрессивных, выпущенных без еды голодных собак в нашем градусе минус 50. Вот что нам важно. Мы этого не позволим. Поэтому я считаю, что мы должны сегодня отработать прежде всего своего собственное региональное правовое поле. Даже для этого есть возможность в том же этом совершенно сыром федеральном законе, статья 7, в котором прописывается полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации, хотя, вот, как мы сказали, ничего не учитывает, чтобы была законодательная инициатива, но, тем не менее, опять же, противоречия самому себе, части 1 статьи 9, 19 государственный надзор в области обращения с животными предусматривает государственный надзор в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации. Вот что нам позволяет сегодня отработать свой закон на базе ранее принятого нами в том году своего закона. Поэтому я предлагаю пересмотреть концепцию федерального закона 498, в котором поставить в приоритете жизнь и здоровье человека. Там нет даже слова «жизнь человека». Вообще нету. Есть только приоритет прав животных над человеком. А животных определить как объектов живого имущества. Следовательно, четкое владение, регистрации, правовой и финансовой ответственности владельцев животных, что и имеется огромное количество во всех законах, касающихся обращения с животными в международном правовом пространстве. Неужели лень оттуда хотя бы переписать? Далее. Расширить полномочия органов субъектов Российской Федерации и органов публичной власти. Мы уже вышли в публичную власть. Следовательно, вот сегодня мы даже организуем круглый стол благодаря именно наличию подобно-правового поля и статьи 20 этого же закона «Общественный контроль». И также в этом же законе прописано, что наши решения общественного контроля должны быть приняты всеми федеральными и региональными органами власти к реализации. Далее, расширить полномочия вот этой нашей и финансовые обязательства сторон правовых отношений, связанных с отношениями с животными. Вот сегодня как раз Лукин об этом очень горестно говорил. И далее, учесть региональные природно-климатические и историко-культурные особенности отношения к животным, в особенности к собакам. Мы благодаря собакам выжили в наших условиях, но это не значит, что они должны к нам обращаться как к кормовой своей базе. И это первое предложение. Второе предложение. В общем, все эти поправки надо внести в федеральный закон. Для этого 17 января Общественная палата внесет все свои результаты и рекомендации нашего круглого стола. И сегодня участвующие депутаты и общественные силы, мы надеемся, полагаемся на ваши возможности продвигать эти наши предложения. И в-третьих,
Я предлагаю в соответствии со статьей 20 федерального же закона для усиления регионального контроля в области обращения с животными переработать наш республиканский закон 426 о порядке содержания собак и кошек экзотических животных и об ответственности их владельцев, принятым 10 июля 2002 года под новым названием «Государственный надзор в области обращения с животными в Республике Саха-Якутия». В таком случае мы с вами, вот у меня тут еще много поправок, прямо по статейному, по федеральному закону, я сегодня это не стала зачитывать, но ясно одно. Мы обладаем законодательной инициативой, правам общественного контроля. Мы, как граждане своей республики, обязаны защищать жизнь, здоровье всех, кто живет в этом правовом пространстве, и при этом сохранять идею мирного сосуществования с животными. Конечно, животные имеют право на жизнь так же, как и мы, но это не значит, что мы должны пойти на поводу тех, кто выглядит как оборотень, кто не понимает фундаментальные законы, международное право человека на жизнь. Это основа всего общественных отношений, которые транслируются на отношения с животными, а не наоборот. Поэтому спасибо, уважаемые наши соотечественники, за то, что мы поднимаем этот вопрос архиважный для всей Российской Федерации, и наша задача поправить наш федеральный орган, депутатов которых мы избрали своими голосами. Они нам подотчетны. Спасибо за внимание. Спасибо, Ульяна Алексеевна. Да, безусловно, все многие с вами согласны. Да, вот сейчас у нас вопросы там есть. Вот Афанасий, да, потом передам. В чате. В чате, да. Нет, вот, нет, руки поднимают. Да, давно поднимать. Пожалуйста. Да. Вопрос. Можно, да, вопрос, да? Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Да, можно вопрос есть. Меня зовут Христофоров Афанасий. День добрый, уважаемые участники собрания. Вот я хочу напомнить, да, вот что для нас сейчас две главные задачи, две главные проблемы и две главные задачи сейчас нам предстоит решить в виде рекомендаций депутатам нашим в Госдуму. Это первая проблема у нас, это чтобы не было летальных случаев нападений собак, животных на людей. И вторая проблема – это у нас то, что у нас животные, которые находятся на содержании у людей, находятся без соответствующего надзора. Это две главные проблемы, которые надо решить и сообщить нашим депутатам. Как я конкретно предлагаю, чтобы по первому вопросу 498 закон Бурматова внести дополнение о том, чтобы конкретно там новый значит, подпункт ввести о том, чтобы животное, которое было отловлено и в течение 30 дней на эту собаку не нашелся хозяин, признать животное без владельца. И в статью 16, пункт 4, подпункт, то есть статья 16, пункт 7, подпункт 4, там внести дополнение о том, чтобы в регионах России, где годовая температура установлена ниже, установлена как с низким, регион с низким климатом, то там данное положение внести как бы исключение в этот закон, чтобы отловленных животных умерщвлять. То есть сперва признать без владельца, а потом умерщвлять. Вот это самое главное по первому вопросу. Второй
второй вопрос, вторая задача, второе решение – это о том, что у нас плохо работает в городе служба общественных инспекторов. Административная комиссия, я не знаю, там сколько рассматривала по укусам, совсем мало, наверное. У нас по городу в 2 раза повысился рост укусов собак, 2 раза повысился рост укуса детей собаками, 2 раза по сравнению с прошлым годом. Поэтому я предлагаю внести усиление службы, чтобы набирать людей на зарплате, которые ходили бы, проверяли бы содержание, правила содержания животных, дать им полномочия. Вот. Административная комиссия может их штрафовать, я не согласен с ветеринарией, что там, по-моему, я, насколько я знаю, там можно штрафовать и за нарушение благоустройства, вот, по данным нарушениям у хозяев собак. Вот. По остальным вопросам можно бесконечно, я могу бесконечно говорить, там этого нет, того нет, но сейчас главное это эти 2 задачи, которые надо решить. У меня все. Спасибо, значит, спасибо. Предложение записали, да, будем работать. И слово предоставится Виктору Федоровичу Чернявскому, нашему ветерану. Уважаемые участники круглого стола, открою вам исторический факт. Среди вас находятся 2 специалиста, которые в 1974-1975 годах встретились с заносом из природы бешенства на территорию Алдамского района. И в то время здравоохранение и республика потеряли от заболевания бешенством 2 сограждан. 2. Конец 1973 года, 2 человека. Первый квартал 1974 года. Поэтому у меня, у Ивана Яковлевича Егорова, тогда он был главным государственным санитарным врачом, есть богатый опыт работы с бродячими, тогда мы называли животными, собаками, кошками и другими экзотическими видами. Что написано пером, не вырубить топором. Не буду, только закрепляю. Помоги выжить бездомным животным в Якутске. Гуманитарный аспект слишком превалирует над правовыми регуляторами, которые бы определяли циклы взаимодействия человека с домашними животными. Депутат Госдумы Бурматов, раскритиковавший мэра Якутска посетить Якутию, посетил. Здесь вот коллега поднимал, предлагал ему взять лопату. Но неужели, может быть, после посещения Бурматова мэр Якутска сообщила об отказе иммуниципалитета от работы с бродячими животными? Но этого нет. Мы услышали в докладе действующего заместителя мэра, объем работы достаточно большой, но он требует детализации, фокусного подхода и некоторых, главным образом, правовых доработок. Таким образом, собачий вопрос существует. Сколько здесь подборов, не перечисляю. Нужно работать с умом. И о человеке. Мы с Иваном Яковлевичем являемся представителями медицины. И мы работали и продолжаем иметь близкое рабочее отношение в эпидемиологии, инфекционные болезни. Ни слова. Собака бывает кусачей от жизни собачьей. Об этом говорили много. И у меня подборка около 50 публикаций. А теперь давайте поищем, кто же у нас союзники. Мы в свое время
работая по данной проблеме, в то время Юрий Николаевич Бацев руководил юридическим отделом парламента, а Николай Фатович Тахватуллин был первым заместителем прокурора. Так что эти два специалиста от правового поля, у нас с ними были очень частые контакты с тем, чтобы наши предложения, о которых говорила Ульяна Алексеевна, ведь они еще 40 лет назад тормозились. Но несмотря на это, благодаря нашей настойчивости, убежденности, был принят первый закон, а в его основу были положены опыт законодательной инициативы по правилам содержания домашних животных на примере Якутии. Эта дипломная работа была выполненная под руководством Бацева, отлично защищена студенткой, выпускницей юридического факультета. Таким образом, эту работу нужно будет найти. Наверняка это Аэлита, она вышла замуж и растит детей, но работала в прокуратуре Нюрбинского района, найти. Николай Фатович, вот я с ним постоянно поменял телефоны, на Николая Фатовича опытом пригласить, и главное, Юрия Николаевича Бацева. Ибо все копья мы ломали, прежде чем найти понимание в правительстве и в парламенте, а потом шли в прокуратуру, а там тормоза, а там тормоза. А если мы возьмем в союзники всем известного политика Жириновского, а ведь он на этой площадке, так же как за здоровый образ жизни и в борьбе с собаками, наш абсолютный союзник. Евгения Исаевна, в отношении науки. Одна книжка 3 раза выставлялась на госпремии. Служит во многих специалистам. Монография. Иван Яковлевич, молчите скромно. И что в этой книге, Виктор Федорович? Все есть про бешенство. Вся история. Ну и моя скромная кандидатская диссертация, где тоже по бешенству. Евгения Исаевна, мы сейчас говорим о том, что научная база разработана, но она находится в динамике. Так вот, работа совершенно свеженькая, 2019 года. Особенности обращений населения за медицинской помощью на территории России по поводу опасных контактов с животными. Вот что еще у нас упущено. Опасные контакты. Я вам дарю. У меня есть? Я вам дарю. С тем, чтобы не отставать от жизни, мы постоянно, я контактировал с травматологическим пунктом. И вот мы имели намерение подобную работу сделать по Якутии. Это Обск. Это вам. Нет, Обск. Отчет о работе 16-18 эксплуатационной работы врача-травматолога на категорию. Вмешался ковид. Нас всех разорвал, посадил на места. Но после этого я обращаюсь. Игорь Дашевич, вы, наверное, если не слышите нас, то вам передадут. Воздействуйте на департамент ветеринарии с тем, чтобы со Станиславовной у нас состоялась встреча. Обобщите материалы по лабораторным исследованиям и по бешенству животных в Якутии за прошедший год с тем, чтобы мы все-таки аналогичную работу сделали. И последнее. Почти 500 жителей Якутска пострадали от укусов собак с начала года, собаки на все и прочее, прочее. Одним словом, мы, как представители медицины,
у нас есть третье предложение. Министерству здравоохранения дать указание травматологическому пункту с тем, чтобы они хотя бы за 5-10 лет сделали тонкий срез и форматный обобщенный материал по укусам и оказанию медицинской помощи лицам, страдающих от нападения домашних животных, в том числе и главным образом так называемых бродячих безнадзорных. 3 предложения. Все, спасибо. Николай Николаевич, можно вопрос врачу? Да, Евгений Алексеевич, пожалуйста. Виктор Федорович, будьте добры, скажите, пожалуйста, вот во всем мире сейчас пишут о том, это уже в течение более 20 лет, пишут о том, что стерилизация сук, особенно удаление яичников, ведет к негативным последствиям, повышается тревожность и увеличивается агрессивность. Вот вы к этому как относитесь? Стерилизацию вообще считают уже не современным методом, абсолютно научно недоказанным. Так, ответьте, пожалуйста. Мой ответ абсолютно содержится в вашем вопросе. То есть человек, лишенный определенных санаций, он не является абсолютно адекватным в каком-то ближайшем, а тем более отдаленном времени. Например, охотничьих собак. Да. Следовательно, тогда я бы очень хотела, да, Николай Иннокентьевич, вот у меня так предложение, чтобы... Мне понравилась одна фраза профессора Чумакова в отношении ковида. Природа создает, а человек кое-что умеет делать. Так природа создает путем естественного отбора, эволюции, а человек рубит, ломает, вмешивается, а потом получает непредсказуемые, непрогнозируемые явления. Да, но вы, Виктор Федорович, как врач, наверное, знаете же лучше всех, что природа не терпит пустоты. И на каждый отлов, вообще-то, как известно, опять-таки есть изречение, на каждый отлов тут же популяция отвечает всплеском большим, например. Об этом вот вы могли бы, Николай Иннокентьевич, уважаемый, Общественная палата Республики Саха-Якутия, тоже так же, как и народный депутат Государственной Думы Галина Иннокентьевна, я в своем выступлении хотела про это немного рассказать, обратиться тоже также и в Государственную Думу, также вот как наша общественная организация «Подруги», как общественная организация, значит, Анжелика Егоровна, я вижу, она здесь есть тоже, она с нами вместе тоже обратилась в Государственную Думу, и мы надеемся, что и в Конституционном суде мы получим ответ вот в части обеспечения безопасности. Тоже также с нами вместе обратиться в те органы, от которых много что зависит. Мы, например, знаем, вот Ульяна Алексеевна немного говорила о том, что депутаты вообще работу делают. И вот сейчас Виктор Федорович с таким пиететом говорил про Николая Фатовича, да, Тахватуллина. Ну, возможно, вот в этом плане он был очень прогрессивен, но когда, Ульяна Алексеевна, помните, когда принимали закон о образовании, то есть 1993-5 годы, да, как категорически прокуратура республики в лице Тахватуллина была против, потому что мы-то с вами хотели принять противоречащий федеральному закону, наш республиканский закон. Мы хотели ввести обязательность государства обучения с 1 по 11 класс. Мы ввели, хотя в течение 3 лет боролись с той же самой Генеральной прокуратурой и так далее. А сегодня вся страна живет с 1 по 11 класс. Помните, как ответственность государства, бесплатное, доступное обучение? И мы в республике в 1995 году приняли такой закон. Благодаря умному, мудрому, значит, прокурору республики Николаю Егоровичу Политинскому, например. Поэтому, конечно, нужны очень умные личности вот в этом плане, мудрые люди. И сегодня вот не прошло там всего-то 8 каких-то лет, когда в Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что все дети должны учиться бесплатно, и никто их не должен принимать в 10 класс на какой-то там конкурсной основе и так далее. Тем самым
действительно была решена проблема безнадзорности и беспризорности 15-16-летних подростков, например. Сегодня ситуация почти такая же. Но в данном случае вы в курсе знаете, что сенаторы Российской Федерации инициировали закон, значит, были приняты изменения, дополнения буквально вот недавно, да, но Галина Акентьевна 30 декабря обратилась к Володину в части того, что все-таки вот о чем мы с вами все сегодня говорили, в части вот единственного метода, который сегодня принимается, вот этот так называемый ОСВВ, например. И в части того, что вот вы, как ученые, врачи, Виктор Федорович и ваши коллеги, вы вполне могли бы нам, поизучав опыт работы, вот изучили, в интернете так написано, 16 тысяч собак, и пришли к выводу, что стерилизация сегодня практически уже вполне доказана. Это и американцы, это и практически все европейские страны. И сегодня никто не принимает этот метод, который заложен в законе, о котором мы сегодня говорим, 498. Поэтому давайте будем дружными, сплоченными и не будем допускать каких-то таких последствий, чтобы страдали люди. Животных, конечно, тоже надо охранять, защищать и так далее. Но это тоже надо делать с умом. Я очень люблю собак. Я люблю стихи Эдуарда Асадова. Я, конечно же, могу вам прочитать его стихи о преданности собак, например. Но просто сегодня не к месту, потому что мы все живем, к сожалению, в том потрясении, которое мы все испытали 29 декабря прошедшего года. И чтобы не допустить такого, что у нас год столетнего юбилея начинается такими зловещими такими событиями, мы, конечно, должны постараться сделать так, чтобы население было гарантировано и вполне населенный, значит, наш пункт, в данном случае город Якутск и Улусы, о которых вот сегодня уважаемый ветеринар, товарищ, по-моему, Петров, да, говорил о том, что нет того, нет этого, постараемся сделать так, чтобы все было. Мы вчера на панихиде говорили, что в течение этого года мы должны привести в порядок все республиканские, региональные, федеральные, значит, законы, которые касаются именно защиты и животных, защиты и людей. И вот в этом плане мы же с вами, ну, люди, которые имеют образование, люди, которые, ну, практически представляют чьи-то сегодня коллективные интересы и так далее. Вот давайте не будем там вспоминать, что было 30 лет, 40 лет тому назад. Что нам нужно делать, Николай Иннокентьевич? Конкретно, вот какие будут рекомендации вот в этом плане? Хорошо, Николай Иннокентьевич? Вот я уже свои предложения сказала, и абсолютно мы не собираемся с этого пути сворачивать. Что мы продумали 30 декабря, мы все постараемся в течение этого месяца внедрить. А потом уже будем работать и с товарищем Кобылкиным, и с товарищем Володиным, и с товарищем Бурматовым. Мы абсолютно не боимся. Пусть приедет, и пусть проверяет, и пусть с нами разговаривает, чтобы он там не напускал всяких разных видео и так далее. Мы тоже нашли видео, товарищ Бурматов, лидер молодежной какой-то группы, практически это, оказывается, есть такие видео, которые совершенно с другой стороны показывают нам действующих депутатов городской Государственной Думы. Как такие люди вообще избираются, я вот иногда думаю. Но избрали, это чье-то мнение, их надо, конечно, надо уважать. А мы то, что раз сегодня собрались, давайте мы это все дело закончим, чтобы наши женщины, наши подруги, наши матери могли безопасно ходить по улице. Я не знаю, может быть, мужчины, которые сегодня думают о том, что все нормально, все в порядке, но сколько вот мы сегодня слушаем уважаемых мужчин наших, которые призваны быть и главой семьи, и главой каких-то там организаций и так далее, и в данном случае глава нашей республики, мы все за то, чтобы наша республика развивалась, и, конечно же, мы детей могли отпускать без всякого страха. Не все же якутяне имеют возможность возить своих детей на учебу в школу и так далее. Поэтому я очень хочу вас попросить, чтобы мы... Вот здесь правильно Михаил Ильич говорил о том, что не надо передергивать. Вот при чем тут, я вот в чате читаю, да, при чем тут питание детей в школе 100 рублей?
Господи, вообще питание детей – это дело, вообще-то, заботливое, хлопотливое дело, собственно, родителей. Государство только может помогать, содействовать, кормить этих детей. Поэтому не надо сравнивать, сколько стоит сегодня содержание собаки и сколько стоит сегодня питание в школе. Давайте будем культурными, вежливыми и вообще-то с уважением относиться друг к другу. Спасибо. Спасибо, Евгения Исаевна. У нас на совещании присутствует Сардана Ханагуриева, полномочная по правам человека. И давайте ей дадим слово. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. С чувством глубокой скорби мы выразили и выражаем соболезнования семье Слепцовой Сарданы Афанасьевны по случаю трагической гибели, и аппарат уполномоченного по правам человека оказал посильную помощь семье в связи с этой страшной трагедией. Действительно, сегодня идет очень жизненно важный разговор, обмен мнениями, выработка предложений, чтобы таких трагедий больше у нас в республике, да и в целом по стране не происходили. Ведь правильно говорят, что человек – это высшая ценность. Его права и свободы – это высшая ценность. Это и у нас установлено в нашем основном законе страны. И надо тоже помнить о том, что реализация прав и свобод человека и гражданина, оно не должно нарушать права и свободы других граждан. Поэтому сегодня идет очень серьезный и сложнейший разговор, где должен быть баланс, который, как правильно здесь мы отмечаем, может быть достигнут путем очень активной работы с депутатами Государственной Думы Федерального собрания нашей страны. И здесь, уважаемые участники круглого стола, мы уже внесли свои предложения на площадке Общественной палаты города Якутска, довели до населения через социальные сети, через улус-медиа. Но я бы хотела акцентировать сегодня, с учетом того разговора, который происходит на данном круглом столе, значит, концептуальное положение, которое мы внесли тоже в адрес органов власти, для того, чтобы таких случаев не было, все-таки с точки зрения перераспределения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации вопросы регулирования безнадзорных собак передать на уровень субъектов Российской Федерации. И тогда уже и наш депутатский корпус с широким привлечением активистов, институтов гражданского общества, органов местного самоуправления путем широкой дискуссии могли бы найти тот оптимальный механизм, когда могли бы учитывать, так скажем, баланс интересов. Поэтому полагаю, что председатель Общественной палаты Республики Николай Дмитриевич, сегодня все предложения будут собраны, доведены до компетентных органов. И действительно, давайте будем беречь и дорожить друг другу. Спасибо. Спасибо. Вот у нас поднимают руки коллеги. Юлия Петровна, посмотри, пожалуйста. Там Евгения нету. Евгения – это дочки Клавдии. Она здесь присутствует. Михаил Ильич, вот там поднимает. Нет, Михаил Ильич не знает. Там дочка Клавдии должна. Пожалуйста, говорите. Будущее Кунифон. Добрый день, меня зовут Наталья, я руководитель благотворительного фонда «Будущее Якутии». Да, это мы тот фонд, который ходили в мэрию, писали письмо и просили выделить земельный участок на строительство приюта. Но изучив, нам отказали, объяснив тем, что земли нет. И сейчас впервые, наверное, об этом все услышат. Нас отправили в приют передержки бездомных животных с пожеланием чистить вольеры у собак. Ну, собственно, все, что нам сказали. Вот. А что касается приютов, на самом деле ситуацию это никаким образом не изменит. Наличие даже 1, 2, 3, 5, 10 приютов. Наоборот, это, вы знаете, такая медвежья услуга. Мы будем строить приюты, человек будет плодить этих животных.
То, что произошло у нас в Якутии, это страшная трагедия. Погибла прекрасная женщина, ученый, светлый ум. Мы выражаем свои искренние соболезнования. И уже которое время у нас общественность задается вопросом, кто виноват. Очень мне хочется, чтобы каждый вышел из этой конференции с одной единственной мыслью, что виноват человек. И не власть, не закон Бурматова, а виновата безответственность человека в первую очередь. В первую очередь. Ну, извините, нам же этих собак не китайцы подбрасывают, правильно? Не американцы, не НАТО, это не какая-то диверсия. Это вот, собственно, нашими руками вот этими золотыми все сделано. Да, я согласна, человек – это венец творения, он должен созидать. Но вместо этого, к сожалению, мы все только разрушаем. Первая вина – это человек. Второе – это те органы, которые не отработали данную заявку. Потому что я так понимаю, что неоднократно говорилось об этой стае. Куда у нас заявки передаются? Ну, передержки бездомных животных, благотворительный фонд «Помоги выжить», по-моему, называется. Да? Соответственно, вопросы должны быть заданы им в первую очередь. Почему? Из-за чего не была отработана данная заявка? Было предложение выделить в разных районах там, какую-то территорию, поставить туда людей, которые там огородятся и будут там заключать договор с общепитом и сям. Предложение, я считаю, оно работать не будет. Это, вы знаете, опять медвежья услуга. Мы понаоткрываем пунктов везде и будем хаотично собирать этих животных. Через 5 лет их будет. Что мы будем с вами делать? Будет. Я за опыт европейских стран, но однозначно наш город не должен утонуть в крови. Все-таки хочется, чтобы о Якутии говорили как о крае доброты и милосердия. Но на сегодня, к сожалению, у нас вся Россия говорит о том, что мы кровавый регион. А это неправда. Якутяне у нас действительно очень добрый, самый лучший народ. Поверьте мне, во многих городах была и знаю, о чем я говорю. Поэтому я долго вас задерживать не буду. Было сказано очень много хороших предложений. И вот честно, мне, в принципе, добавить нечего, кроме того, что я против выделения разных участков в городе. Это усугубит ситуацию в целом. Это никаким образом не поможет. Однозначно нужно на социальном уровне увеличить социальную рекламу, допустим, вешать билборды, снимать социальные ролики, да, там главный ветеринар товарищ сказал, что они вроде это делали, но, честно скажу, я нигде этого не видела. Абсолютно нигде. Наш фонд, например, на сегодня готовит уроки доброты для младших классов, и после Нового года мы уже будем встречаться с руководителями, директорами школ, где мы будем объяснять детям, раз это не могут объяснить родители. Спасибо. Спасибо за предложение, да. Спасибо. Так, дальше идем. Андрей Михайлович Находкин, председатель комитета по селу и аграрной политике и государственного собрания. Андрей Михайлович, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Николай Дмитриевич, участники круглого стола. Я разделяю скорбь утраты. По данному вопросу у нас еще год назад была создана распоряжением председателя госсобрания рабочая комиссия из 14 человек. Предложения сформированы. Мы 17 января имеем возможность на очередном пленарном заседании госсобрания сессии рассмотреть данный пакет документов и направить свои предложения в Государственную Думу. Ну, заранее мы свои предложения тоже направили депутату нашему в Госдуме Банчиковой Галине Никитиевне. Вот, и параллельно в пленуме будем рассматривать наши предложения. Ну, во-первых, это в целях совершенствования федерального законодательства и устранения правовых пробелов в федеральном законе.
расширение, именно расширение полномочий регионов в выборе приемлемого и эффективного порядка организации и мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Но данный метод ОСВВ не решает существующую в субъектах проблему с животными без владельцев. Данный метод не рекомендуется международными организациями охраны здоровья, ветеринарными и зоозащитными организациями, поскольку существуют обоснованные противопоказания. ОСВВ вообще подвергает правовой дискриминации и дезориентирует владельцев собак, которые обязаны держать своих питомцев на поводке там, где бездомные стаи передвигаются бесконтрольно, во дворах, на детских площадках. И поэтому вот мы предлагаем, во-первых, ввести федеральный закон, очень коротко, такое понятие стратегия субъекта Российской Федерации по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. И установить, что это базовый документ стратегического планирования субъекта. Во-вторых, дополнить общие требования к содержанию животных их владельцами, нормой, обязывающей владельцев животных предоставлять этих животных специалистам в области ветеринарии, являющимся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему государственной ветеринарной службы, для проведения идентификации и учета, маркирования, чипирования в электронной информационной системе. И в-третьих, дополнить полномочия органов госвласти субъектов в области обращения с животными положениями об установлении правил содержания домашних животных на территории соответствующего субъекта. В-четвертых, ввести понятие гуманное умерщвление животных, установить случай его применения, определив, что порядок гуманного умерщвления животных устанавливается правительством Российской Федерации. В-пятых, исключить из федерального закона положения, запрещающие содержание животных без владельцев в местах временного пребывания, в пунктах передержки. А также, в-шестых, исключить из федерального закона тоже нормы о возврате животных без владельцев в прежнюю среду их обитания, поскольку указанные нормы противоречат установленному статьей 8 федерального закона от 30 марта 1999 года номер 52 ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, праву граждан на благоприятную среду обитания, фактору, который не оказывает вредного воздействия на человека. Вот. Предлагаемые изменения в федеральный закон будут способствовать решению существующих субъектах Российской Федерации вопросов при организации мероприятий, при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, компенсирует возможные выпадающие доходы субъектов при реализации данного федерального закона и не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. По штрафным санкциям действительно тоже внесены предложения на рассмотрение постоянного комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Уже в первом квартале данные вопросы будут рассмотрены. Спасибо, Николай Дмитриевич. Спасибо, Андрей Михайлович. Да, действительно, вот те предложения, которые сегодня тоже у нас поступают, и уже поступили, уже у нас есть, мы все эти предложения доведем до вашего комитета, и чтобы вот у нас и представительство города Якутска очень большое в Государственном собрании. Думаю, что
эти документы станут реальными изменениями в законопроекте, которые сейчас действуют. Так, у нас поднимает руку Михаил Ильич. Сейчас вот дадите, потом и сразу вам ответ. Дорогие участники нашего круглого стола, я еще раз хочу повториться. У нас Российская Федерация в мире самая большая страна. Вы представляете, самая большая страна. А мы живем по федеральному закону, который обязан действовать по всей стране. В Крыму, в Севастополе или у нас в Якутске, когда у нас сегодня минус 50 градусов. Вы же понимаете, при минус 50 градусов бродячая собака, хоть какая она была у своих хозяев добрая, хорошая собака, она становится дикой собакой, дикой. Поэтому мы сейчас должны прийти к единому знаменателю, который говорит о том, что у нас в Якутии, в городе Якутске в том числе, не должно быть бродячих собак. Спасибо. Не должно быть бродячих собак. И что надо сделать так, чтобы не было этих бродячих собак у нас в Якутии, в городе Якутске? Что надо сделать? Надо привести в соответствие наши законы, наши чаяния, наши пожелания, все наши предложения, которые и сегодня прозвучали, и годами у нас звучат все наши предложения в соответствии с федеральными законами, с федеральным законом. У нас в Якутии очень много несоответствий наших законов, наших чаяний с федеральным законом и с федеральным законодательством. В том числе вот недавно тоже вы собирали нас, мы говорили о пьяных кафе, об алкоголе. Мы тоже противоречим этим федеральным законам, что где-то можно пить, там в Крыму там вино можно пить, культура питья, а мы не можем. У нас не может быть культуры питья в Якутии. Вот поэтому я обращаюсь к вам, участникам круглого стола, чтобы мы все вместе сегодня тоже обратились к нашему главе нашей республики Арсению Сергеевичу Николаеву, чтобы он со своей стороны обратился к руководству Российской Федерации, чтобы на нас, на Якутию, при всех федеральных законах, при, скажем, умных, грамотных предложениях смотрели с какой-то особой стороны, что у нас холодно, у нас расстояния большие, и мы вот среди, как мы говорим там, Россия самая большая страна, а в России Якутия самый большой регион. Поэтому мы должны жить тоже, как мы хотим, как мы можем, как мы думаем. У нас наши чаяния должны быть услышаны. Где? В Москве. Пусть Арсений Сергеевич приглашает к нам Володина или еще кого-то. Пусть они приедут, посмотрят, как мы живем. Пусть ездят там, скажем, на машине при минус 55 градусов. Пускай. Поэтому я вот говорю вам спасибо участникам круглого стола, организаторам. Давайте мы все обратимся к нашему главе, чтобы все это прошло быстрее, чтобы это не тянулось годами. У нас начнут ученые спорить, там, врачи, там, ветеринары, еще кто-то. Опять 2-3 года пройдет. И мы не приведем в соответствие с федеральным законом наши законы. Спасибо. Спасибо, Михаил Ильич. Чтобы стать Альберту Михаилу Шторову, председатель Ассоциации выпускников, нашему известному общественнику. Сообщество выпускников школ ЯССР 81 годов потрясло известие о трагической гибели Сардана Слепцовой, выпускницы 85 года. Я буду краток. Наши предложения. Первое. Создание центра регистрации и учета владельцев собак. Второе. Введение системы учета владельцев собак. Тут массовая регистрация владельцев, то есть создание электронной базы владельцев собак с обязательным привлечением к участию ветеринарных и частных ветеринарных клиник. Каждый владелец собаки обязан зарегистрировать своего питомца в центре регистрации самостоятельно на специальном сайте или при обращении в ветеринарную клинику. Третье.
Введение системы штрафов за безответственное и жестокое обращение с животными. 4. Создание, назначение органов контроля за исполнением пункта 3. 5. Создание общественного совета из числа кинологов, волонтеров и других заинтересованных лиц для контроля за деятельностью и проверки ее соответствия идеям гуманного и цивилизованного отношения к собакам и эффективное решение задач по регуляции численности и повышению ответственности владельцев собак. 6. Введение обязательной сертификации. Не исключая сертификацию по желанию, по базовым вопросам содержания и воспитания собак. Другими словами, обязательный экзамен, устный или письменный для будущих владельцев. Своего рода лицензия на возможность быть владельцем собаки. Практический экзамен собакой для всех владельцев собак. 7. Введение высоких штрафов за продажу щенков на блошиных рынках и социальных площадках. Авито, Юля, в соцсетях, на форумах и тому подобных ресурсах. 8. Обеспечение города достаточным количеством площадок для выгула и занятия с собаками. И последнее, 9. С учетом биологического цикла размножения собак необходимо активизировать отлов и усыпление бродячих собак в период гона. Это февраль-март и в период расселения сентябрь-октябрь. Такое письмо мы передали председателю Совета Общественной палаты Николаю Дмитриевичу Бугаеву. Спасибо. Спасибо, Михаил. И Макар Макарович, это уже главный юрист. Недавно Бастрыкин выступил очень даже интересно. Он сказал, не надо руководствоваться абстрактными нормами, которые оторваны от жизни. Он совершенно правильно говорит. При всем нашем уважении к депутатам Госдумы иногда принимаются ими законы, не учитывающие жизненные условия субъектов миграции. Поэтому действительно вот 17 января будет пленарное заседание нашего госсобрания. Вот, там действительно серьезно должны подготовить предложение в адрес Госдумы. И при этом пригласили бы в качестве эксперта из общественной палаты, как представителя Ульяны Алексеевны. У нее предложения очень хорошие были. И, значит, заслуженного врача Российской Федерации Виктора Федоровича Чернявского в качестве экспертов. Депутатов мы, конечно, уважаем, но там специалистов мало. Сегодня, значит, высказаны очень хорошие предложения, чтобы это не было между собойкой. Нам надо как-то организовать группу соответствующую, компоновать эти предложения и отдельно предложение Общественной палаты направить нашим депутатам Госдумы от Республики Саха-Якутия и отдельно предложение Общественной палаты направить нашему Госсобранию. Еще надо будет отправить, значит, в Госдуму во главе Володиным, ну и соответствующим структурным подразделением Российской Федерации. Отдельно, поскольку я считаю, Общественная палата – это тот серьезный орган, который был организован именно лично по инициативе самого Путина. Спасибо, мне все. Спасибо большое. Рамкаевич, да, действительно, мы будем выступать, отработали мы уже больше 2 часов. Все вот эти вопросы будут нами проработаны и, вот, как я сказал, отправлены отдельно в Госдуму. Мы также работаем с нашими коллегами из других общественных палат. Действительно, этот вопрос он стоит остро, особенно в нашем Дальневосточном федеральном округе, в арктических регионах. Поэтому этот вопрос мы будем тоже отрабатывать с нашими коллегами. Ну и, конечно, будем активно принимать участие в первом заседании нашего Илтумена, и как и в качестве экспертов, как и в качестве участвующих. И надеюсь, что мы сегодня все увидели, что у всех очень много предложений. Вся общественность, власти, все очень этим вопросом действительно взбудоражены. И несмотря на то, что ковид, он, конечно, очень много сделал для того, чтобы вот эти, то, что движение, и здесь надо нам
работать. Действительно, вот законодательство, оно не должно стоять на месте, оно всегда меняется. Ну, в прошлом, недавно вот сделали изменения в Конституцию нашей страны, потому что страна тоже развивается. И вот надеемся, что это будет нам по плечу, если мы все будем вместе работать. Коллективный мозг, он принесет нас к изменениям тех условий ради того, чтобы у нас на улице стало безопасно, чтобы нашим детям, всем гражданам России было безопасно ходить на улицу, и чтобы домашние животные, они не становились вот именно агрессивными животными. Вот. Всем большое спасибо за участие. Вот. И все вот эти предложения можете нам направить в аппарат общественной палаты. Мы их будем все обобщать и добавить. Спасибо большое.